Я хочу просто вот не чуть ли начать с нуля вообще в целом. Меня взяли же продавцом в ГУМ. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. И это меня как-то вдохновляет на что-то. Вот бешеный, скажем, псих. Конечно, я хочу вот эту вот курицу на голове. Корова за пазухом. Недавно, на прошлой неделе, отправил платье в Лондон. Айван Дис. Мое платье надела Собчак. Сколько стоит твое платье? В брендах, знаешь, какие деньги обороты идут? Обороты в 25 миллионов. Москва немножко все равно придавила в этом плане. Конечно, бывают такие тяжелые моменты, да, когда вот уже совсем уже ни в какую бороться со всеми. И в этот момент хочется все бросить и уехать. Понял то, что будущее есть у Ревенса в Штатах, почему бы нет? Я фэшн конкретно, да? Всем привет, я Максим Кардозу, и вы, наверное, уже поняли, что сейчас будет интервью с Петром Яковлевым. Это известный якутский дизайнер, модельер. Он участник огромного количества различных конкурсов, фестивалей, как республиканского масштаба, так и российского и международного причем. И много раз он побеждал в этих конкурсах. Также он успел побывать и директором модельного агентства, организовывал конкурсы красоты. В общем, человек очень творческий. Сегодня он живет в Москве и занимается продвижением нового бренда молодежной одежды, своего, понятное дело, бренда, который называется Rivian. Об этом и о многом другом, много всего интересного. В общем, давайте смотреть. И еще, прямо в самом начале, друзья, хотел вас попросить подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, оставлять комментарии. Все это очень помогает продвижению как видео, так и моего канала. Большое вам заранее всем спасибо. Ну что, бороды-бытышки? Я сегодня 2 часа спал, поэтому совсем квадратно. Мозги не соображают. Совсем. И это всегда так перед съемкой. Сейчас происходит съемка очередной коллекции. Это, скажем, эксклюзивная коллекция от Revens, а вообще вот вся тематика Revens, она вот в этом заключается. Это рубашки, это оверсайз тренчи, это пиджаки, костюмы. Ну, более мужская одежда, которую может носить и девушка, ну и по назначению парень, да, скажем. Вообще, по идее, правильно выговаривается «reviens». En français, типа «вернись». В переводе. Ну, Франция, я люблю Францию. И самое значимое для меня конкурс, самый большой в моей жизни, это он был во Франции. И, может быть, после этого у меня все связано с Францией. Даже модельное агентство, которое я создал в Якутске, оно называется «Тая». Талон Aigu de Якутии, высокие каблуки Якутии, тоже на французском получается. Привет, Петя. Привет, Максим. Да, ну давай начнем разговор, наверное, с Москвы, про твой переезд сюда. Вот как проходил этот вот год с небольшим? То есть какие впечатления у тебя, может быть, первые? На самом деле у меня получилось как возвращение блудного сына. Еще Москва, я с Москвой уже знаком уже больше 20 лет. В год несколько раз ездил и так далее. И разные истории были, связанные с Москвой. Ну и сейчас как будто домой вернулся. И столько раз меня звали в Москву переехать, и все не хотел. А тут уже как бы и пришлось, что ли, больше всего. Год, конечно, прошел тяжело, это адаптация и так далее. Ну и возраст уже не совсем молодой, скажем, да, и как бы тяжело, уже привык к Якутску. Поэтому немножко тяжеловато прошло, да. А что именно тяжело было? Скучал по родным, скорее всего, по привычным местам и так далее. И часто говорил, а у нас в Якутске. Год прошел, уже как бы это немножко уже исчезло, скажем. Уже как бы привык, и наоборот, конечно, возможностей больше, чтобы я сказал, да. Вот ты остановился сейчас в Москве, да, но когда ты приезжал больше года назад, ведь Москва не была твоим конечным пунктом, ты хотел дальше, да, и даже уехал в Америку, ты там прожил сколько? Я вообще на самом деле понял то, что когда я приехал в Москву, я понял то, что из Якутии я больше месяца ни разу никогда не выезжал. Представляешь, оказывается, было такое. Я столько ездил, а всегда там на неделю, на 2, на 3 максимум, а тут
ого, пошло, да? Ну и в Москву приехал, да, целями, я ей изначально такие говорил, это мой перевалочный пункт на 2-3 года. И вообще не думал о том, что я бренд открою. Ну и сейчас вот получается, открыл бренд и придется развивать. И не то, что придется, а нужно это свое детище, родил, так вырасти, да? А в Америку ездил, да, на разведку, скажем так, и возил туда свои вещи. И весьма очень даже похвально. И Америка, я не знаю, как бы они более открытые, что ли, в этом случае, да, и они эмоции свои вообще не держат. Вот увидели, о, да, и сразу реакция пошла, да, они что-то говорят, комментируют и так далее. И тут я понял то, что, о, будущее есть у Ревенса в Штатах, почему бы нет? И уже несколько заказов было, да, я отправлял и тупо по почте России, вот, и в Европу даже запросы были. Вот недавно, на прошлой неделе, отправил платье в Лондон. Для меня это большая победа. В Португалию отправлял, Германию отправлял. Это люди, которые... Это якутяне? В Лондон это вообще, на самом деле, она индуска, как правильно сказать. Она из Индии. Ну, видимо, Индианка. она живет в Лондоне, да, ну, как бы, можно сказать, англичанка, как бы. Вообще другой чужой человек нашла в Инстаграме, заказала. В Португалии это блогер, например, да, он тоже португалец, живет там в Париже, и мы с ним заобщались, и он увидел мои прошлые работы, и он так удивился, и он говорит, надо же, вот бывают же такие люди в провинциях, как бы получается, Москва дает возможности, понимаешь? Если бы я приехал 20 лет назад, я вот думаю, а что бы было вот сейчас, да? Потому что, знаешь, вот 20 лет назад вместе на русском силуэте я участвовал, знаешь, какими с ребятами? С Аленой Ахмадулиной, с Викой Газинской, да? Где они сейчас? Вика в Париже продается. У Алены Ахмадулиной в центре Москвы свой шоу-рум, понимаешь? И я тогда был с ними наряду, скажем. И только сейчас вот что-то пытаюсь. А что с Америкой пошло не так? Это была только разведка. Я не собирался оставаться сразу. Это была просто разведка, и я понимаю, у меня вот барьер сейчас это язык. Английский язык вообще ни в какую не дается. Если я могу там немножко что-то изъясниться на французском, на итальянском, ну, английский вообще ни в какую. I hate English. Until my dying day. В принципе, я могу сказать там мелкие какие-то фразы, да. Ну, я же понимаю, если вот когда я начну работать это на производстве, там слово лекало, производство, шов такой-то, ла-ла-ла, это уже другие слова. Это не I want там что-то, да, это уже похлеще. Айвандис. Да. Это нужно будет, ну, язык свой проработать, это я понимаю. И сейчас у меня есть 2 книжки, именно вот по фэшн, да, и вот там вот все расписано, даже картинками все разрисовано, как вот это вот называется, там обтачка там и так далее, вот эти вот сложные слова, да, составники, там ткани и так далее, и так далее. И вот мне нужно изучить эти книжки, вот тогда я буду готов. Но ты этим занимаешься или ты все-таки эту свою идею и мечту ты пока отложил? Я трезво мыслю сейчас, да, я понимаю, конечно, энтузиазм – это очень хорошая вещь, без этого вообще никак. Можно остаться на родине. И он у меня немножко притупился сейчас, не как вот 20 лет назад, да, конечно, с возрастом и так далее, и пониманием серьезности, вот то, что ответственности и так далее. И как быть сейчас у меня по полочкам? Сейчас вот хотя бы Москву охватить, да, потом объемы сделать, массово сделать, за качество и так далее. Там это за всеми проследить надо. Логистика обязательно, упаковка и так далее. После этого, после сайта еще, да, уже немножко подальше уйти в ближайшее зарубежье, да, там хотя бы Турция, да, Грузия, да, Азербайджан, Украина, там Беларусь. Вот это вот ближайшая часть. Потом еще дальше, на Европу. Потом уже Штаты, уже смело. Ну, уже все равно грандиозные планы. Ну, как бы, да, и иногда еще перебегают. Вот буквально пару дней назад мне написали из Лос-Анджелеса, и хотят мои вещи, всю коллекцию хотят. И они говорят, давайте поработаем, давайте вот на аутсоре. А кто это? Не буду громко говорить. Одна компания, которая предоставляет шмотки, скажем, селебам всяким, Лос-Анджелесом, благодаря им они делают рекламу, они как пиар-компания, скажем, да, которые непосредственно работают шоурумами. И вот они говорят, что мы пиар сделаем через селебы и будем продавать в эти шоурумы в Лос-Анджелесе уже. Ну и опять же, видишь, это уже запросы немножко другие. Там получается размерный ряд немного другой, все равно. Российский потребитель это другое. И получается потом
цветовая гамма, да, потом еще сезонность. У них зимы не бывает. Это получается, мне сейчас сарафанчики нужно отшить для Лос-Анджелеса, да, это совсем другая категория, это другие потребности. Ну, получалось зарабатывать уже? Да, конечно, там не миллионы, просто расходов много. Была бы своя квартира, да, вот именно вот потребительская, тогда еще нормально. Потому что аренда квартиры съедает. Все равно там питаться надо как-то, транспортировка вот это вот как бы съедает опять же. Это Москва, это не Якутск, там за 150 доехал, да? Там все равно побольше нужно потратить. Сколько стоит твое платье? По-разному. Есть и, в принципе, в пределах разумного, конечно, есть и подороже. Не будем скрывать, да, все знают, сколько стоит. Ну а сколько? Вот я не В знаю. зависимости от ткани, скажем, да, если это натуральная Давай, ткань. самая дорогая твоя вещь, которая... Подожди, да, я доскажу. Ну, дорогая вещь, да, вот последняя коллекция, это 25 тысяч было. Самая дорогая. Это что? Это хлопковое платье, ну там метража было столько, да, столько метров, и как бы это эксклюзивное и в одном экземпляре. А более доступные это уже 8, 9, 12 тысяч. Да, пока цены такие. Я надеюсь, что в ближайшее время и дойдем до 5, до 7 тысяч, а это уже количество получается. Да? Нужно прям партию огромную и размерный ряд, и ну, это же получается рулоны ткани, тоже, опять же, это не дешево Но стоит. мне рассказывали, что платье от тебя стоит от 40 тысяч рублей. Ну это индивидуалка, если, например, совсем по своим размерам и на девушку будем прям шить со всеми примерками, тогда уже да. Там вот в работу подключается уже конструктор, который будет разрабатывать лекала, да, определенных денег стоит, и это не 500 рублей. Потом закройщик, который это все будет выкладывать, раскладывать. Потом идут портные, которые это будут все собирать, да, со всеми примерками и так далее. То есть это получается не только деньги, но и срок. То есть если вы хотите этот костюмчик там через недели-две, не получится. Это где-то месяц-полтора как минимум. В брендах, знаешь, какие деньги обороты идут? Обороты в 25 миллионов. Есть такие бренды. Есть бренды в 10 миллионов, но это оборот. Это не выхлоп, это оборот. То есть такие цифры. В Якутске таких цифр нет. Нет, имеется в виду бренд 25 миллионов, это много или мало? Это рубли? Для меня сейчас это много, это рубли. Для меня это сейчас много. Но у них ассортимент большой. У них 50-70 единиц. Это как ты минимум, говоришь про молодых российских дизайнеров. которые на рынке 3-4 года. На московском рынке, понимаешь? Есть на 10 миллионов, есть на 25 миллионов в обороте. Выхлоп у них там явно как 1-5 миллионов в месяц. Да? Ну и вот они вот это вот запускают. Вот тот бренд, который оборот 10 миллионов, она купила помещение для своего бренда. У нее свое производство уже, свой шоурум в центре Москвы. Помимо этого у нее своя квартира. Она купила на эти деньги, заработанные деньги, купила квартиру. И помимо этого у нее молодая семья, она строит дом в Подмосковье. Понимаешь? То есть в принципе деньги дает. Просто нужно это уметь, вот это вот. Как? Через сколько будет домик в Подмосковье у тебя? Не знаю, не хочу загадывать. Ну, хочется, конечно. Свой уголок всегда хочется. Пусть это будет и Якутск, пусть это будет Москва, неважно где, всегда хочется. Ну ты же продал свою квартиру, которая в Якутске. Да, я все продал и вложил в бренд. Прям вот. И сижу. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да, я такой человек. Вот много мне говорили, да, вот мои знакомые, друзья. Типа, боженьки, ты продал квартиру, ты что, это же недвижимость. Ты это все вложил в бренд, так много денег, так много нужно. И типа, нифига ты рисковый парень. Я говорю, ну а что делать? Покажи самое любимое свое. Самое любимое творение Да, творение. Что здесь? — это тренч. Я обожаю тренчи. Вот этот тренч, он получается, это лекало использовано, допустим, в других тренчах, да, весенних, то, что у меня было, осенних. И вот именно в этом цвете мне оно больше нравится. Мы даже использовали подкладку такую специальную, наша, Равен, составники. Это, по моей задумке, воспоминания о Мексике. Здесь вы можете увидеть принт крокодила, акулы, ящерицы. А это фотка прям
который я сам сфотографировал в Мексике на iPhone. Да. Заметьте. Мадонна Гваделупская лицом Фриды. Ну ты коллажи сам делаешь вообще? Вообще, я заказал это моему другу-татуировщику, он, Миш. Он татуировщик, и получается вот эти рисунки, татуировки, видишь, да, они такие своеобразные, скажем. Ну и потом с дизайнером графическим мы собрали композицию. И получается вот на тренче один принт, да, и здесь он немножко упрощенный. Здесь Мадонны нету, то бишь Фриды. Ну, вот. И все в такой тематике. То, что сейчас актуально, это белый цвет, синий и так далее. Цвет песка. Вот так вот. А сколько нужно денег для того, чтобы вот открыть свой... Можно со 100 тысяч начать. Кто как. Я же сразу вбухал. Хочу все сразу. И это была опять ошибка. Я вот сейчас нашел одного человека, мы с ним познакомились, он в Ярославле. Он помогает ребятам с открытием бренда, с производства. И вот у него страница в Инстаграме есть, где вот все шаги, эти ошибки расписаны и списаны. И я вот иду по всем этим пунктам, вот подхожу под каждое. Вот есть такое, да. Ну а что делать? Надо учиться, надо знать это все. Если хотите, вот пусть пишут люди мне в Инстаграм, я скажу, где вот покопаться, посмотреть. Я его наводки на него дам. Он вообще открытый сам такой по себе парень. И вот как я тебе сейчас сижу, красиво рассказываю, в прошлом году этого не было. Я это не знал, да, было такое. Ну, наполовину не знал. И это все вот со временем это все пришло. И да, я и бился, и грабли были на одни и те же грабли. Было такое. Какие? Прям уперто иду, нет, я думаю, вот надо делать. И мне все друзья говорят: Петя, ну у тебя же ошибка была, ты в минус ушел в этом случае. Про что ты? По поводу дорогих съемок, например, там и так далее, да? Нужно снимать на телефон, все говорят. Вот тот шоурум изначально, где я был, она мне, знаешь, как сказала: Петя, я все понимаю, творчество, да, там курица на голове и так далее, это фэшн и все остальное. Это, ну, это не продается. Продается на галке соседнего двора, на метр с кепочкой, вот на телефон сфоткал, на улице где-нибудь, пусть это Тверская. А у тебя были курицы на голове? А у меня курица на голове, понимаешь? Моя подача такая. Потому что я творческий, я фэшн конкретно, да? Я вырос на журналах Vogue. Конечно, я хочу вот эту вот курицу на голове. Корова за пазухом. Ну, да. А нужно делать совсем другое. Красивое личико, накрашенное, полностью весь комплект, там, вплоть до туфелек, очки, шапочка, шляпа, сумочка и все остальное. И вот это продается. Все-таки почему ты уехал из Якутска, да? Потому что во многих интервью ты говорил, что у тебя несколько есть триггерных точек, которые тебя держат. Это, во-первых, мама. Это, во-вторых, вот эта вот мечта о создании этого якутского дома моды. Что случилось? Вот даже вот по поводу мамы, да, я 2 года ее готовил к переезду в Москву. Я говорю: мама, я скоро перееду. Зачем? В Якутске можно. Ну, взрослое поколение, конечно, это немножко не понимает. Поэтому вот подводил ее к этому достаточно долго. А потом все равно она держит. Вот сейчас вот, например, не уеду в Штат. Ну, как бы следить надо, как-то что-то. Я ей даже посылки отправлял по Почте России. Вот я говорю: мам, видишь, вот даже находясь в Москве, я могу найти то, что тебе нужно, и отправить, как бы удобно. И еще, конечно же, тот факт, что в Якутске потолок уже. Все равно есть такое. Вот уже уперся, дальше некуда. И нужно дальше развиваться. А возможности дает Москва все равно в этом случае. Конечно, в Якутске есть еще возможности, потому что там Китай рядом. И можно и в Китай гонять, да? В принципе, можно, да? Ну, хочется вот... Я приехал, на самом деле, за творчеством, скорее всего, да, то, что меня вот мое творчество в Якутске не понимают, за новым покупателем, скажем так, в Москву, да, а сейчас сидит, продает якутскую, да? Немножко странно. Ну, Москва немножко все равно придавила в этом плане, то, что а-ля вот это тоже не хотят, да, тут своя волна есть, типа своя мода, да, вот, нюдовые цвета, вот, сухая роза, беж, там, меньше рисунка. Все равно есть такое, диктуют как-то. Ну, зато возможностей больше. У нас, например, в Якутске нет фабрики, чтобы они отшивали вот
по 10 единиц, даже хотя бы, да. Плюс еще ткани. Знаешь, вот я вот когда здесь иду, склад ткани, да, я там вообще теряюсь, я могу там застрять на несколько часов. Я уже в прошлый раз, например, надо мной угорает: Петь, ну, давай уже к нам устраиваться на работу. Потому что я как-то пришел в обед, да, на 5 минут, мне нужно на 5 минут. Я ушел, я закрыл склад, я вышел в 7 вечера. Ты как-то сказал, что приехал в Москву и хотел немножечко остановиться, да, с творчеством и найти работу. Вот какую ты работу хотел найти? Хотел что-нибудь другое, атрофироваться немножко. Потому что, считай, дизайном, шитьем я занимался 20 лет, да. Я подумал, а вдруг, может быть, что-то другое меня ждет. Вот было такое. Бывает же. Немножко надоело, вот как японцы говорят, да, нужно поменять профессию. И решил попробовать. Ну, резюме отправил в разные Ну а инстанции. кем? Кем работать-то? Продавцом даже. Меня взяли же. Продавцом в ГУМ. А работа, ну, извините, такая немножко сложная. Садиться нельзя, туда-сюда, выходить там нельзя и так далее. Работаешь с 10 утра до 10 вечера. Но я же понимаю, я должен приехать на работу за полчаса, чтобы витрину в порядок привести. А после работы это все прибраться, как бы, да. Ну и опять же последний клиент, ла-ла-ла, это же ГУМ. И получается, до дома ехать час. 12 часов домой приеду, что ли, думаю, о, нет, это не мое. Плюс еще зарплата, совсем вот так вот. Как? Никак. А потом меня еще взяли, знаешь, куда? Это очень смешно на самом деле. Бортпроводником морские суда. У меня плюс был, знаешь что, возраст, то что человек ответственный, потому что у хозяев бывают дети, надо там присматривать за детьми тоже, но это дополнительно доплачивается. Плюс у меня еще куча виз. Шенген, американская виза, ла-ла-ла. Они такие прям счастливы были, они сказали, ой, мы вас отправим в тот бассейн. Они как-то вот называют бассейн. Карибский. Карибский бассейн, да, мы туда отправим тебя. Я такой, в смысле, уже что ли? Как у тебя с английским? Ну, худо-бедно могу, говорю, ага. Еще люблю, типа, там, итальянский, испанский. Ой, вообще отлично, все, мы тебя берем. Все, завтра приходи на контракт. Еще спросили, типа, а когда ты можешь подписать контракт? А я такой, в смысле, уже? Все, завтра приходи, уже решили за меня. Зарплата хорошая, там, от $2000. Я думаю такой, где я был в молодости? Надо было пойти в это, блин. Как ты отправлял эти резюме, по какому принципу вообще? Подскажи, Да может просто. быть, это тоже нужно так же сделать. Смотрю такой, ну, какие вакансии есть? Такое, это. Еще было такое, меня взяли еще фасовщик шоколада. Шоколадки по коробкам. Зарплата там была от 60 или от 70 тысяч в месяц. Ну, в принципе, нормально, думаю. Работа не бей лежачего, 5,2. Там еще утренний график, ночной график есть. Я такой, ну, а что, отправил, меня опять пригласили. Я такой, читаю, досконально читаю, проживание в общежитии. Вахтовая работа. Я такой, ну это мне не подходит. Ну, если не было бы квартиры, в принципе, почему бы нет тоже, да? В Уникло вообще легко, без базара, да? С другом вместе отправили заявку, его не взяли, меня взяли. Я говорю, а что меня взяли, а тебя не взяли? Странно, думаю. Ну ладно, уже собирался уже пойти. Ну, потом думаю, как-то несерьезно вот это вот. Зачем вот столько работал и пошел куда-то, да? Ну, опять же, проверить вот это вот себя, да? На стойкость, на выживание. Да? И люди удивляются, в резюме же там написано «генеральный директор» в прошлом. Как это вы генеральный директор, и вы пришли вот к нам? Вас устроит это? Я говорю, нормально. Я хочу просто вот не чуть ли начать с нуля вообще в целом. Я хочу попробовать испытать себя, потому что я же иду туда не ради денег, да, а ради чего-то. Я хочу себя испытать, попробовать. Смогу ли я с 8 утра там, до 8 вечера? Смогу ли я без выходных? Смогу ли я там услуживать, грубо говоря, да, подтирать за кем-то и так далее? Вот это вот мне самое главное, важное было. А в магазин поступить, я знаешь, что хотел? У меня хитрость там была. Я хотел посмотреть, узнать, когда у них новые поставки, когда у них новая коллекция приходит, когда они делают скидки, какой момент 30%, какой момент 50, 60, 70, какой там ЦА покупатель. Может быть, я и заработаю себе покупателя, да, все равно же там индивидуальный подход, например, как ГУМе, да, типа клиенты там важные и так далее, там, и там сказать, да я вам могу и брючки подкоротить сразу тут же, да, ну как бы в этом плане, да.
посмотреть их коллекцию, база, что такое. Ну, как бы подучиться еще заодно. У меня как бы не было в целях стать продавцом, через 2 года там стать старшим продавцом. Да? Нет. А как-то вот так вот, подучиться, себя проверить там. Но проверить себя не получилось в итоге. Ну, как бы да, как бы да. Не дошел, и потом уже думаю, пора зарабатывать. Полгода прошло, сидел на месте, надо что-то делать. И тут, конечно же, проверив, посмотрев все шоурумы московские, подумал, а чего бы нет, открыть свой бренд. И открыл Revient. Вот. Вот сейчас где можно купить твою одежду? Сейчас мы находимся в Москве в шоуруме в центре Москвы, на Лубянке прям. Шоурум, где несколько брендов и, скажем, одно место арендую я. Помимо этого хорошо работает доставка. Транспортные компании, которые вот буквально за 2-3 дня довозят. Да и во время карантина мы поняли, то, что они такие хорошие у нас, и они стараются во благо клиента. Быстро доставляются, всеми удобствами и так далее. И тем более до Якутска, много кто в Якут заказывает, да, буквально 5-7 дней. Ну, казусные моменты, когда-то рейс отменили, 10 дней максимум. Я считаю, то, что это очень даже удобно, доступно. Ну ты не жалеешь, что ты переехал в Москву? Нет, не жалею. Конечно, бывают такие тяжелые моменты, да, когда вот уже совсем уже ни в какую бороться со всеми, и там отдельно и с конструктором, отдельно и с портным, поставкой, доставкой, там, шоурумом и так далее, с клиентами еще, всем улыбаться и отвечать. Конечно, это тяжело. И одному, находясь в Москве, да, это как бы, нету плеча, скажем, да, жилетки какой-то там поплакаться. И в этот момент хочется все бросить и уехать. Ввиду того, что я уже серьезный взрослый человек, и у меня ответственность, и сам по себе такой ответственный человек, приходится там, надо потерпеть еще чуть-чуть, ля-ля-ля, сам себя успокаиваю, и на следующий день наступает новый день, и с улыбкой, обращаясь к Москве, попросить там всего самого наилучшего, хороших, благодарных клиентов, и идешь вперед. Иначе никак. Мне рассказывали, что вообще профессия дизайнера, она сложная, да, и конкуренция огромная. Выйти на рынок, мне кажется, практически невозможно на какой-то большой. И огромное количество людей, которые заканчивают вузы, да, которые получают образование, и они, получается, никому не нужны. Да, и что можешь ты посоветовать, может быть, тем дизайнерам, молодым, якутским, которые хотят что-то начать? Вот я еще понял, вот среди всех моих ошибок именно вот это вот есть. Нужно было, да, реально, да, 20 лет назад вот переехать в Москву, когда меня приглашали, да, закончить тогда вуз специализированный именно по дизайну одежды. У меня-то графический дизайн совсем другой. И дальше поехать еще в Европу учиться, да, там всякие альтамоды и так далее, в Милане, там, в Лондоне. Конечно, у кого какая возможность, в принципе, это возможно, зарабатывая как-то и так далее, да. Вот после этого попасть туда, в Дом моды в Европе, это вот самое лучшее для дизайнера одежды. И вот я бы сейчас посоветовал, да, вот, по всей возможности нужно ехать в Европу на Запад. Потому что в России это немножко сложно. Слава богу, последние несколько лет это как-то еще возможно стало. Но тут же, опять же, мешающие люди тоже появились. Это маркетологи разные, люди, которые хотят заработать на пошиве. Да? Сейчас очень модно иметь бренд одежды свой, да? Тем более благодаря всяким инстаграм-страницам и так далее. Это можно хорошо продавать. И даже можно при этом дизайнером, не надо быть дизайнером, да? Достаточно много фабрик, где можно заказать коллекции свои. Вот. И поэтому немножко сложно для творческого человека сейчас стало. Нужно знать все эти ходы-выходы, и прям вот маркетинговый расклад должен быть, да, вот именно твое ЦА, да, целевая аудитория, да, вот на кого ты шьешь, нужно определиться с самого начала. Не должно быть такое, у меня и мужское, и женское, у меня и там шуба, платье, и трусы, все на свете, плюс я еще там домашнюю одежду сделаю, плюшки сделаю, для детей сделаю. Не нужно. Нужно вот определиться, вот конкретно выбрать свою целевую аудиторию, типа там, среднячок, там, средний возраст, там, старший возраст, либо детская коллекция, мужская, женская. Нужно определиться и по стилистике, да, вот, и бить до конца, да. Сейчас это уже вчерашний день, когда ты создаешь худи, футболки, это каждый сейчас делает, каждая компания делает. А нужно чем-то отличиться. Плюс еще продумать нужно упаковку, как подать.
Это же каждый человек, особенно девушка, она любит распаковывать это все дело. А сейчас это еще модно в Инстаграме, это все записывать, это должно быть. Тогда этот клиент вернется. Вот такие вот моменты нужно просчитывать и нужно знать. То есть быть дизайнером – это недостаточно этого. Нужно быть еще и… Нужно уметь продвигать, в общем. Да, с каким-то вот жилкой предпринимательства, да, и маркетинга, вот этого вот всего дела. Вот, современная молодежь это все понимает. Плюс еще вот записи всякие, прямые эфиры в Инстаграме, на YouTube-каналы и так далее. Вот это вот если заполонить, тогда все дело хорошо пойдет. В общем, нужен продюсер. Как бы да, и в принципе я считаю, что в современное время можно и быть самим продюсером. Когда ты это все знаешь, все фишки эти, почему бы нет? На самом деле очень много выходит из конкурсов люди, да? Вот я своего рода тоже так же, я ребенок конкурсов. Сколько лет я участвовал и так далее, побеждал, обо мне писали и так далее. Как бы статус появился. И могу уже, грубо говоря, хотя бы для Якутска, да, шить что угодно. А вот на уровень Москвы, России, опять же, что-то нужно такое, чтобы мое платье надела Собчак, грубо говоря, да? Реклама пошла, народ хавает. И шить что угодно. А как это сделать? Как сделать, чтобы твое платье 500 надела тысяч заплатить, Собчак? чтобы она запостила, или сколько-то там миллионов у них, да, один пост стоит, чтобы она запостила и чтобы пошла реклама. Как-то надеюсь, что вот как-то вдруг попадется. Вот у меня, например, из медийных были лица, да, Эвелина Блёданс, Катерина Шпица, Светлана Камынина, актрисы, певцы, все знают, да. Вот сейчас, например, Лена Туманова, певица молодежная. Вот она вот сейчас должна сфотографировать в Крыму платье. Это да? ты им платишь по 500 тысяч? Нет, таким людям нет. Они попроще, они свои еще, они еще понимают, и они какие-то контактные, да. И им еще мои вещи понравились, и они пошли навстречу. И То вот есть- даже стилист… То есть это бартер какой-то получается? Ты им потом Бартер, даришь? да, типа? бартер. И вот даже стилист их, да, Блёданс конкретно, она сказала, типа, Петь, тебе повезло. Во-первых, она была в Москве, потому что она часто разъезжает. Это был канун Нового года и так далее, да. Во-вторых, ей понравились твои вещи. В-третьих, она взяла всего 3 штуки. Ассортимент не такой большой, к сожалению. А так она говорит, она работает только от 5-6. То есть у нее даже градация есть минимум, да. И помимо этого нужно платить. Сумма была там в районе 300 или 400 тысяч. Она согласилась, она пошла навстречу, типа молодому дизайнеру, молодому бренду, скажем, да, помочь. Хорошо, она согласилась, она прорекламировала. Выхлоп был, все равно люди писали. У меня сейчас другой блогер есть, да, Маргарита, я ее люблю, уважаю, она такая красивая девушка. У нее, например, уровень совсем другой, у ее люди совсем другие. Вот она мне еще зарубежку дала. Кувейт, там, Арабские Эмираты, Европа. А что заказывают в Арабских Эмиратах? Вот платье, вот, которое вот летняя коллекция у меня была, платьюшки пошли. И я уверен, что это вот от Маргариты пришли женщины. Зарубежные. Как они меня найдут где-то там в Москве? И они, наверное, подписаны на Риту, вот увидели на ней, и они захотели это платье. Даже вот недавно писали из Ирака. Там хотят открыть свой магазин, шоурум брендовый, и они мне предложили оптовый закуп. Ирак, представляешь, Ирак? Я такой думаю, а у них война закончилась? Нет? Какие магазины-то? Где они будут носить эту одежду Да. вообще? Есть люди, которые пишут с России, магазины по России, разные города, там Вологда, Новокузнецк и так далее, да, у них свои шоурумы, как сказать, как их называют-то? Байеры, не байеры, какие-то опять модные слова. Вот они, например, хотят закупиться, да, они тоже писали мне. А ты не хочешь сделать магазин в Якутске, если ты говоришь, есть… Я хочу, да, есть в планах сделать в Якутске магазин. Сейчас мы располагаемся в шоуруме Марии Давыдовой. Вот как всегда у меня было до этого, как Петр Яковлев бренд, сейчас и Рейвенс тоже там же, да. Конечно, хотелось бы свой уголочек тоже хороший, да. На родине, конечно. Что для этого нужно сделать? Деньги. Для этого деньги нужны. Это же все равно аренда. Либо свое помещение надо выкупать, а это миллионы. И надо оборудовать. Нужны ответственные люди, главные за поставку и так далее. И что тогда с этой идеей? То есть она во что должна превратиться? По идее, да, я бы дал бы заряд, скажем, молодым дизайнерам, да, это
не как в Якутске, например, да, в Москве, вот как я все изучал и узнал, Вообще есть какие-то якутские дизайнеры, которые на слуху или нет пока? есть, конечно. Кто? Нет, ну на уровне России можно. На уровне быть, России. ну это немножко сложновато. А есть провинциальность вот, в якутских дизайнерах молодых? Художниках? Я бы сказал, у якутских художников, наоборот, профессионализм присутствует. Нету провинциальности. Вот прям как будто где-то там. Вот есть такое понятие, да. Потому что вот сравнивая с другими, я не хочу обижать другие города, да, но бывает уровень ниже, слабже. Хотя есть у человека потенциал, талант, да, Богом дано, ну, ему надо подучиться. А в Якутске они какие-то обученные все уже, все знают. Это из-за чего происходит? За счет расстояния, я так считаю. Как-то это компенсируется. То есть ты имеешь в виду, вот несколько творческих людей, они объединяются, да, и как бы друг другу помогают коллаборировать, да, получается? Да, как бы так. И плюс они черпают, как-то вот ищут, да, вот достают, узнают, там, не знаю, бешеный, скажем, псих. И я знаю то, что вот в Якутске у нас есть ребята такие, будь то фотограф, да, будь то художник, вот такие психи есть, которые будут заказывать краски, там, оборудование, да, доставка будет дорогая, но они закажут. О каком-то там, не знаю, Суздале, да, там, Нижнем Новгороде, тут совсем близко, да, не, это дорого, не будут заказывать. Не. И они не развиваются. А в Якутске, это, мне кажется, вот за счет расстояния как-то вот что-то вот привыкшие, что ли, вот прям хочется, и в минус 50 попрутся все на фотосессию, да, карантин, не карантин. Вы что, о чем? Нет, у нас съемка, у нас творчество. Мы такие же. Прям. Поэтому я думаю, что это наши пробивные и сделает. Желаю тебе успеха. Спасибо.